Здравствуйте! В эфире информационно-аналитическая программа «События недели». И я журналист Белла Кварчия. Чем сегодня живет наше общество? Какие вопросы волнуют наших людей? Как они оценивают процессы, происходящие в стране? Все эти вопросы находятся в поле зрения экспертов и аналитиков. Своим мнением об актуальных вопросах жизни нашего общества поделится гость нашей студии сразу после обзора наиболее важных событий недели. Ирина Аршба продолжит выпуск. Перспективы зимнего экстремального туризма в Абхазии обсуждались на встрече президента Рауля Хаджимба с руководителем проекта «Горная Абхазия». Тенгиз Тарба рассказал главе государства о результатах деятельности проекта за 5 лет существования и о планах на будущее. Главной задачей «Горной Абхазии» на данный момент является развитие экстремального горного туризма. Участники экспедиции проложили несколько маршрутов, по которым туристы-экстремалы в сопровождении профессиональных гидов смогут подняться в горы и кататься на лыжах. Между тем, по словам Тенгиза Тарба, другие виды туризма могут нанести ущерб нашей экологии. Рауль Хаджимба поддерживает команду «Горной Абхазии», но при этом глава государства считает, что нужно максимально охватить и Восточную Абхазию. Уникальная природа каждого уголка нашей маленькой страны должна быть доступна как местным жителям, так и туристам. На арт-площадке «Склад драмтеатра» при генеральном спонсорстве компании «Аквафон» состоялась презентация выставки «Страна тайного духа природы». Организаторы выставки Тенгиз Тарба, автор проекта «Горная Абхазия», и Алан Воуба, известный фотограф и художник. Гостям было представлено 60 фотокартин. Выставку посетил президент Рауль Хаджимба. В рамках фотовыставки состоялась и презентация фильма о Горной Абхазии. В Москве завершился открытый международный форум «25 лет СНГ. Взаимопонимание, сотрудничество, развитие», организованный по линии Россотрудничества. Республика Абхазия была представлена делегацией Госкомитета по молодежной политике во главе с председателем Алиасом Авицба. Форум стал важной площадкой для содержательного общения и обмена опытом между всеми участниками. В рамках дискуссий, тематических конференций и круглых столов обсуждались задачи многостороннего гуманитарного сотрудничества. От стратегии к истории успеха под таким девизом 15 ноября в Сухуми состоялся 7-й Абхазо-Российский деловой форум. В нем приняли участие представители Абхазии, регионов России, органов исполнительной и законодательной власти, деловых кругов, неправительственных организаций, средств массовой информации двух стран. Ежегодно задачами форума становится поиск новых моделей экономического роста нашей страны, а также разработка предложений по повышению эффективности межгосударственного сотрудничества. На форуме выступили главы субъектов бизнеса и экспертов России и Абхазии. Затем деловые экспертные сообщества Абхазии и России подписали ряд значимых для двух стран документов о сотрудничестве. В рамках 7-го Абхазо-Российского делового форума в Сухуми работали 5 круглых столов, на которых обсуждались различные темы, касающиеся сельского хозяйства, привлечения инвестиций, туризма и других не менее важных тем. Активно обсуждалось российско-абхазское сотрудничество в сфере инвестиционного климата, развития предпринимательства и реального сектора экономики в сфере двусторонних отношений, сотрудничество в банковской сфере, а также инвестирование в Абхазию и государственные гарантии безопасности российских инвестиций, вопросы развития сотрудничества в области сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей, а также биофармацевтической промышленности. В центре внимания одного из круглых столов вопросы текущего состояния и перспективные возможности для развития туризма в Абхазии, а также развития сотрудничества в области культуры и туризма, в том числе и социального туризма. Важной темой круглого стола с участием вице-премьера Абхазии Беслана Эшба и генерального директора предприятия Россети Олега Бударгина стал вопрос о сотрудничестве двух стран в сфере электроэнергетики. Состояние и перспективы развития торгово-экономических связей деловых кругов Абхазии и России обсудили на заседании Абхазо-Российского делового совета. Взаимодействие предпринимательства, сообщества и власти, государственная поддержка малого и среднего бизнеса, развитие торгово-экономических связей Абхазии с регионами России через торгово-промышленные палаты. Это лишь небольшой перечень тем, которые обсудили участники встречи. Все выступающие отметили гигантский потенциал и возможности нашей страны, которые пока еще не задействованы. В рамках делового форума премьер-министр Абхазии Беслан Барцец и замминистра экономического развития Александр Цыбульский приняли участие в открытии завода по переработке фруктов в селе Радо Чемчирского района. Это первый объект, который был построен за счет инвестиционной программы поддержки крупного и среднего предпринимательства в Абхазии. Российским партнером завода является Московское инвестиционное агентство. Еще один объект, который посетила делегация, это Сухумский винный завод. Заместитель министра экономического развития России Александр Цыбульский отметил динамику роста развития Абхазии в экономическом плане, и заводы, которые строятся на территории Абхазии, еще одно доказательство этому.
Во Всемирный день борьбы с сахарным диабетом в медицинском учреждении Министерства внутренних дел Абхазии все желающие имели возможность бесплатно обследоваться. Подобная акция в этом учреждении проводится впервые, но желающих принять в ней участие оказалось немало. В Абхазии по статистике на 2015 год на учете стояло 1700 больных с сахарным диабетом. Из них 100 – это дети до 18 лет. Всех больных на сегодняшний день государство бесплатно обеспечивает препаратами первой необходимости и приборами для контроля уровня сахара в крови. По словам врачей, количество людей, больных сахарным диабетом, с каждым годом увеличивается. В рамках российского инвестиционного плана в селе Адзюбжа Чемчирского района сотрудники Черноморэнерго установили новую подстанцию. Теперь жители окрестных сел будут бесперебойно обеспечиваться электроэнергией. Подстанция в селе Адзюбжа частично питает электричеством села Атара, Кындых, Дача, Тамш. Установкой новой подстанции в селе Адзюбжа завершается часть работ в этом году. Вопросы сотрудничества между оборонными ведомствами Абхазии и Приднестровья обсуждались на встрече в Министерстве обороны Республики Абхазия. Министр обороны Мираб Кишмария встретился с полномочным представителем Абхазии в Приднестровской Молдавской Республике Александром Ватаманом. Во встрече приняли участие глава официального представительства ПМР в Абхазии Гарри Купалова и заместитель министра обороны. На этой неделе в Сухуми работал первый абхазский салон образования. В нем приняли участие более сотни представителей сферы образования Абхазии и России, Луганской Народной Республики, Приднестровья, а также Южной Осетии. На форуме обсуждались вопросы сотрудничества образовательных структур и организаций Абхазии с партнерами из разных стран, а также прошли мастер-классы. Также состоялось пленарное заседание, посвященное вопросам внедрения новой системы образования в школьные учреждения. В рамках Республиканской педагогической конференции «Первый абхазский салон образования» в Министерстве образования Республики Абхазия прошло подписание меморандума о намерениях между Министерством образования и науки Республики Южной Осетии и Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики. Соглашение о сотрудничестве подразумевает подготовку кадров высшей квалификации для нужд Южной Осетии и ДНР, обмен учебно-методическими материалами и оказание научно-методической помощи, проведение совместных мероприятий по повышению квалификации, профессиональной переподготовки педагогических работников республик, организации фестивалей науки, выставок. Важность проведения образовательных салонов, в которых принимают участие представители других государств, отметил президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба, принимая министра образования ДНР Ларису Полякову и министра просвещения ПМР Татьяну Цивинскую. Президент выразил надежду, что первый образовательный салон расширит горизонты сотрудничества министерств и республик в целом. На 72-м году жизни перестало биться сердце легендарного человека, первооткрывателя Новоафонской пещеры, талантливого художника и скульптора, настоящего патриота, ветерана Отечественной войны народа Абхазии, кавалера ордена Леона Гиви Шалвовича Смыр. Ситуация в Сирийской Арабской Республике стала темой круглого стола «Сирия далекая и близкая». Участники встречи считают, что война в Сирии может привести к Третьей мировой войне. Ближневосточный кризис, эпицентром которого в последние годы стала Сирия, несет в себе большой разрушительный потенциал. И это нельзя допустить. Инициативу Министерства иностранных дел и Центра стратегических исследований при президенте Абхазии поддержали официальные лица Сирии и России, представители экспертного сообщества Абхазии, общественность, СМИ. В Министерстве по налогам и сборам республики подвели итоги работы за 9 месяцев. О поступлениях налоговых платежей в бюджет доложил заместитель министра Александр Гулия. По данным статистики, общий объем налогов и иных обязательных платежей, поступивших в государственный бюджет, составил 1 миллиард 929 миллионов 641 тысячу рублей. При плане на 9 месяцев 1 миллиард 826 миллионов 985 тысяч. Выполнение плана составило 106%. Были приведены данные задолженности по налоговым платежам. Их сумма на 1 октября составила 364 миллиона 830 тысяч 400 рублей. Это были наиболее заметные события недели, а сейчас вернемся к главной теме нашей программы – об актуальных вопросах жизни нашего общества. Их мы обсудим с гостем в студии, депутатом Народного собрания парламента Абхазии Леонидом Чамагуа. Здравствуйте, Леонид Михайлович. Здравствуйте, Сира Байдела. Леонид Михайлович, вы входите в парламентский комитет по социальной политике, труду и здравоохранению. В самом названии комитета уже заключены наиболее острые вопросы, которые касаются жизни наших людей. Как вы считаете, насколько наш народ, наши люди чувствуют себя защищенными, социально защищенными? И справляется ли, на ваш взгляд, наше государство с этой задачей вот на сегодняшний день? Конечно, сегодняшняя ситуация в социальной сфере, и вы говорите о защищенности наших граждан, оставляет желать лучшего. Это понятно, на то есть много объективных причин. Все прекрасно понимают, наверное, что эта сфера нашей жизни, она идет за той сферой, которая называется экономика. Насколько экономически развито государство, насколько оно
чувствует себя крепко и уверенно, настолько его граждане должны ощущать все прелести развитого экономического общества. Но, честно говоря, мы тоже понимаем, что находимся в самом начале пути. Да, мы имеем свое государство, мы работаем над улучшением качества жизни населения. Но сегодня, честно говоря, наши люди, конечно, еще далеки от всех возможностей, которые в нормальном среднем государстве должны быть. У нас и уровень заработной платы низкий, и уровень пенсии. Вы все прекрасно, наверное, знаете. Сегодня, благодаря помощи Российской Федерации, те пенсионеры, которые получают российскую пенсию, они более-менее выгодно отличаются от тех наших граждан, которые не получают пенсии другого государства. Там, в данном случае у нас есть соглашение, подписанное с Российской Федерацией. Вот за 2015 год выполнены были обязательства российской стороной, выплачена задолженность. Было связано с тем, что какой-то период эти деньги, есть, видно, объективные причины, своевременно не поступили, но после их поступления за 2015 год задолженность была погашена. Сейчас идет речь о 2016. Там остался остаток средств, который хватает на то, чтобы погасить задолженность за 2016 год, и дальше это уже ложится бременем на наш бюджет. Там суммы пенсии тоже невысокие. Я о пенсиях говорю, потому что это мне как-то ближе, начинаю с этого. Там где-то порядка 1500-2000 тысяч средняя пенсия будет тех наших граждан, которые не получают пенсии и пособия другого государства. В остальных сферах нашей деятельности, вы говорите, насколько наши граждане чувствуют социально защищенными себя. Да, у нас, как после войны, люди с автоматами по улицам не ходят, и стрельба не слышна, но тем не менее уровень преступности достаточно высокий, мы все это ощущаем на себе, и, честно сказать, вот на мой субъективный взгляд, за последние, берем там довольно экономически более-менее стабильные годы жизни, там 10-15 лет, все-таки мы не смогли кардинальным образом поменять ситуацию. Там тоже, наверное, есть свои проблемы, и мы тоже хотим все готовое получить, но должны понимать, что это все зависит от нас всех. Тут не только уровень преступности, что кто-то может что-то у кого-то отнять, тут и проблемы, связанные с наркотиками, проблемы, связанные с тем, что молодежь на наших глазах портится, что мы не имеем достаточного количества рабочих мест и так далее. Вот все в целом, если назвать, на мой взгляд, своими именами, то у нас проблема заключается в том, что наше население на сегодняшний день не имеет экономических возможностей для самореализации, для создания. Молодые люди хотят создавать семьи, они должны получать адекватную заработную плату. И в одночасье это сделать и невозможно. На мой взгляд, мы сделали самое главное. Вот за тот пройденный путь мы все-таки заложили основы абхазского государства. И сегодня дело за одним. Если у нас реально есть желание объединиться, создать процветающее, экономически развитое абхазское государство, я думаю, это можно сделать. Да, понятно, не за год, не за два, но, по крайней мере, думаю, наши дети могли бы уже жить в довольно-таки стабильной экономической ситуации. Скажите, вот вы упомянули проблему наркомании, проблему сложностей с трудоустройством молодежи. Ставите ли вы в этот же ряд проблем, вот эту ситуацию, которая существует на наших дорогах, со смертями, которые происходят в результате вождения в нетрезвом виде и так далее, и так далее? Вот, как бы вы оценили вот эту ситуацию? Ситуация на дорогах у нас с вами критическая, и критическая, опять же, многие годы. Это, опять же, в контексте того, что я сказал. Об этом регулярно средства массовой информации тоже, наверное, освещают. И мы сами смотрим телевидение, видим, что регулярно поднимаются эти вопросы и президентом, и на Совбезе обсуждаются, и новое руководство, как и прежние министры, занимаются этими вопросами. Честно говоря, вот результатов мы пока не видим тех, которые хотели бы иметь. С одной стороны, я думаю, нужно двигаться не то что в ужесточение наказания, постоянно поднимая эти суммы. Нет, надо приучать население к тому, что безопасность – это самое главное. Вот там, вот в этой нише, где безопасность
не на должном уровне, и, конечно, нужно, чтобы водитель нес ответственность. И еще в ближайшие дни мы опять вынесем на сессию вопрос, связанный с установкой видеофиксации на дорогах Абхазии. Я думаю, мы придем, вы знаете, общемировой опыт. Вот Европа в 70-е, 80-е годы пережила пик аварийности очень высокой на дорогах, там была очень большая смертность, потому что это как раз тот период, когда новое поколение автомобилей, скоростной режим и так далее, еще той системы безопасности, видеофиксации и так далее не было. Сегодня, благодаря вот установке этих систем, там еще ряд других, я думаю, мы тоже обязаны изучать этот международный опыт, ряд еще других каких-то аспектов нужно осуществить. Они сегодня, когда читаешь статистику, то есть в огромных странах по сравнению с нами, где население идет на многие миллионы и десятки миллионов за год, погибает несколько человек на дорогах. Мы никуда не денемся, ничего своего не изобретем. Государство должно изыскать возможности, должно найти инвестора, должно с кем-то в партнерство вступить. Я думаю, мы это сделаем и в ближайшее время. Если мы уже многие годы об этом говорим, но каждый раз откладываем. Если мы не наладим эту систему, результата не будет. А дальше уже все будет зависеть от того, готовы мы, используя эти возможности, наказывать всех, независимо от ранга. От этого уже надоело, мы все об этом говорим. Кому-то можно, кому-то нельзя. Все должны быть равны перед законом, и тогда, я думаю, ситуацию можно будет переломить. Не в этом ли основная причина всех наших бед, как вы считаете? Ну, во многом в этом, потому что если мы возьмем статистику, погибают абхазы, ни для кого это не секрет, но в курортный сезон иногда погибают. Всех жалко, разговора нету, царство им небесное, но вы понимаете, в чем проблема. Абхазы именно как хозяева, да, как, ну, сейчас не люблю эту фразу, титульная нация и так далее, ну, хозяева мы здесь, да. И мы, исходя из этого ложного понятия, что мы хозяева, то есть нам позволено все, вот и результат, и погибаем мы, остальные как-то они ведут себя скромнее. Вообще у нас такое время, когда нам стоит подумать о том, что мы не только по отношению к себе делаем много неправильно, но мы еще и окружающих утверждаем в мнении, что мы не способны быть примером для них. И вот тут очень серьезные проблемы, выходящие далеко за пределы заданного вами вопроса, но обо всем этом нужно думать, конечно. Скажите, есть информация о том, что готовится сейчас закон или идет разговор о подготовке закона об уголовной ответственности за вождение в нетрезвом Ну, виде? здесь есть, да, разговоры о том, что будет ужесточаться. Ну, надо думать о том. Вы знаете, любой закон, на мой взгляд, если он реализуется, он несет в себе в меньшей или в большей степени позитив все равно. То есть, если это даже не очень сильный закон, но он реализуется, какой-то маленький плюс будет. Если этот закон написан и подготовлен более грамотно, этот плюс будет больше. Вся проблема, на мой взгляд, она не в том, что у нас законов нету. Проблема в том, что мы их не соблюдаем. Ну, не может быть так, что кто-то пришел, вот кто-то должен вести себя по закону, а я буду вести вот как мне удобно, меня это не коснется. То есть, опять же, это банальные фразы, не хочется на эту тему говорить, но степень ответственности, неотвратимость наказания, вот в чем. Вот для меня, я думаю, было бы очень хорошо, вот сейчас обсуждается это, если человек нарушил или это неоднократно происходит, человек не отреагировал, отобрать машину, поставить на штрафстоянку. Но эта штрафстоянка тоже должна быть платная. Отобрали его, лишили машины на 15 дней. За 15 дней простой он заплатил 30-40 тысяч рублей. Взял, ну, второй раз, наверное, подумает. Принять законы мы готовы. Любые, которые улучшили бы ситуацию. Дальше дело за Министерством внутренних дел и не только за ними. Там тоже наши граждане, они тоже имеют детей, родственников, они также вовлечены вот в этот замкнутый круг смертей, они также переживают. Но это и общество должно реагировать. Нам никуда от этого не деться, нам надо становиться сознательнее.
Немножко поговорим о политике. Скажите, пожалуйста, вот в последнее время наблюдается достаточно резкий рост числа политических партий, организаций различных. Вот как вы расцениваете этот факт? Как положительный момент или отрицательный? Как вы считаете? Потому что для большинства, для многих людей, по крайней мере, вот их программы, их платформы во многом схожи, они, может быть, мало видят различия в этих партиях друг от друга. На мой взгляд, то, что у нас появляются ряд новых общественно-политических партий и движений, что их может быть даже чересчур много, но это объективная ситуация, она отражает, на мой взгляд, нехорошую тенденцию. Это то, что наше общество становится все более и более политизированным. Все прекрасно понимают, наверное, что чем более политизирование общества, тем меньше, на мой взгляд, все-таки, может, это мое субъективное мнение, но тем меньше у нас будет реальных дел в экономике, в сельском хозяйстве и в прочих сферах нашей жизнедеятельности, если мы все кинемся в политику. Но с другой стороны идет новое поколение. Вот я на примерах хочу сказать. Я недавно смотрел эфир, который ведет наш коллега Левон Миружанович Галустян. Мне было приятно видеть на нем молодые, новые лица. И мне очень понравилось выступление. Там был Народный фронт за развитие и справедливость, по-моему, такое название, что-то близкое к этому, Лаша Сакания. Понравилось, что этот парень выдержанный, да, он заявил позицию, что мы оппозиционно настроены к власти, но при этом мы не за дестабилизацию ситуации, мы за конструктивный диалог. И человек предложил конкретную вещь. Вы знаете, как-то в предыдущем эфире еще, по-моему, сопредседатель или председатель партии Айнар Тенгиз Джобо высказал такую фразу, об этом мы все говорим как-то, но он более четко ее сформулировал. Да. У нас такая система сегодня и власти, и такая система выборов, что победитель получает все, побежденный ничего. Я это немного по-другому называл в свое время, то есть мы написали законы, но забыли сесть и договориться. И вот на протяжении последних 15-16 лет нас трясет. Трясет, потому что мы не пришли ни к какому общественному согласию. И возвращаясь к этому парню, который в эфире Сакания, вот он сказал, давайте, если нужно будет, перенесем парламентские выборы. Удивительная ситуация. Там же присутствуют практически представители всех партий, оппозиционных, провластных и так далее. Они все говорят о том, что нам нужна реформа избирательной системы, что партии должны прийти в парламент, формировать большинство. Это большинство должно контролировать правительство. Если какое-то голосование, я готов поддержать эту идею. Все с ней согласны. Возникает вопрос, что мешает ее реализовать. Такое впечатление, что у нас ситуация в Абхазии сегодня такова. Мы знаем, что нам нужно сделать, но мы не хотим договариваться это делать. Вот тут для меня возникает вопрос. Вот парень выступил с конкретным предложением. До этого все выступающие говорили, что это необходимо делать. Он предложил перенести выборы в парламент на несколько месяцев. Там было возражение, что это незаконно. Иногда в государстве нужно принимать решения, которые, может быть, немного идут вразрез с действующим законодательством, но они должны быть направлены, если они направлены на улучшение ситуации в стране, их стоит принимать. Давайте сядем, договоримся, примем решение о том, что у нас будет такая система выборов и такое распределение полномочий в стране. Давайте жить дальше. Зачем нам тогда дестабилизировать ситуацию, каждый раз собирать людей, те, другие? Людям, честно говорю, вот на мой взгляд, я уже высказывался на эту тему. Такое впечатление, что да, кому-то извне, конечно, выгодно, да, но мы как бы еще и подыгрываем, хотим взорвать ситуацию изнутри. Мне так, знаете, интересно становится, что люди не понимают, что это взрыв никому ничего хорошего не принесет. Я вот, знаете, как иногда думаю, вот за последние 15 лет, да, давайте вспомним, как было тогда и как сегодня мы живем. Мы прошли огромный путь.
И мы прошли этот путь в положительном направлении. У нас было большое развитие, на мой взгляд. И в это развитие внесли вклад все, Царство им Небесное, начиная от Владислава Григорьевича, Сергея Васильевича, это умершие наши президенты, живые. Следующий был Александр Златинский, сегодня у нас Рауль Джумкович. И наше общество в лице тех, кто был в оппозиции, стал во власть, пришел или наоборот был во власти, они уже по несколько раз поменялись, многие, честно говоря, иногда уже начинаешь путаться. И взгляды многих очень часто меняются, вы знаете. То есть вы заметите, что лозунги за последние 15-20 лет у нас не изменились. То есть лозунги те же, нужна реформа власти, но люди меняются. Те были в оппозиции и говорили, кто был во власти, им оппонировал. Сегодня те, кто был во власти, ушли в оппозицию. Они уже говорят, что это нужно делать. Власть им кое в чем оппонирует. То есть у нас такая немного парадоксальная ситуация. И просто я много вашего времени отнимаю. Но если мы хотим порассуждать, возникает вопрос. А на фоне чего мы поделились? Мы все поделились на фоне личных пристрастий, ничего государственного, по крайней мере, в высказывании некоторых людей я не вижу. У нас же на самом деле общество разделено, и это нормальное деление по отношению к некоторым вопросам. Вот пример, да, вопрос продажи жилья иностранным гражданам. Многие лидеры оппозиции его поддерживают. Представители власти тоже. Вроде в этом очень серьезном вопросе они на одной стороне. Но также многие люди, которые относят себя к оппозиции, являются авторитетными людьми, там, они против. Также и те, кто сегодня за власть. И во власти многие против реализации этого. И так ряд вопросов. И во всем мире деление происходит по отношению к этим насущным проблемам. Но если бы мы таким образом противостояли друг другу, это не противостояние, это была бы нормальная работа, когда возникают вопросы, с которыми государство сталкивается, мы должны решать. Но мы же видим, что на самом деле люди, которые к жизненно важным вопросам, вот, связанным с дальнейшим будущим нашего государства, они относятся по-разному, но объединяются, потому что им не нравится кто-то. И обратно происходит то же самое. И есть люди, которые, может быть, и педалируют какие-то вопросы, которые исходят все-таки из личных пристрастий или обид. И исхожу из того, возможно, эти обиды объективны, но давайте думать о том, если мы говорим, что это политические партии, политические деятели, государственные деятели, наверное, все-таки свои личные обиды нужно и иногда, даже ощущая, может быть, свою правоту, ставить немного ниже, чем будущее своего государства. Тут же возникают вопросы, связанные с нашим общим будущим. Мы вот говорим, что к нам не едут инвесторы. Все, и оппозиция, и власть. Все, что мы имеем сегодня, это достижение, еще раз говорю, и оппозиция, и власть, это достижение народа Абхазии. Но при этом мы говорим, к нам не едут инвесторы. Мы обвиняли в этом ту власть, сегодня обвиняем эту власть, завтра будем обвинять следующую. Возникает вопрос, если мы будем постоянно внутри здесь бурлить, а иногда слышим какие-то открытые призывы, да, к каким-то незаконным действиям, а что это за пределами Абхазии, никто не слышит. То есть мы одной рукой ломаем то, что якобы собираемся созидать, и созидаем другой рукой. Вот наше основное противоречие. Возможно, это связано с тем, что мы проходим путь и вырабатываем иммунитет, потому что любое государство, любое строительство, да, государство – это народ в первую очередь. И для того, чтобы приобрести этот иммунитет, нужно столкнуться с этими проблемами. Но проблема еще в том, что абхазский народ немногочисленный. У нас нету того ресурса. Мы, приобретая этот иммунитет, возможно, можем скончаться от этого вируса. Мы в первую очередь все должны ответственно об этом думать.
Для меня... Да, делать людей заложниками каких-то действительно таких политических игр, основанных на личных пристрастиях, не мы очень не справедливо. имеем права. Да. Мы не имеем права, если кто-то называет, я не член партии, не вхожу в общественно-политическое объединение, я депутат парламента и считаю, что мы не имеем права. Но есть люди гораздо более авторитетные, чем я. Эти люди сегодня находятся в оппозиции, эти люди сегодня находятся во власти. Эти люди уже неоднократно меняли свое место пребывания. Ну кому как ним подумать о будущем народа? Давайте на самом деле искренне об этом не только говорить, но и поступать соответствующе. Я бы хотела, чтобы мы еще на одну тему поговорили касательно состояния российско-абхазских отношений, абхазо-российских отношений. Я знаю, что как бы наш стратегический партнер, наш вектор государственный как бы направлен именно на взаимодействие, но все-таки есть такие моменты, нюансы, которые смущают, и которые бывают, есть реакции со стороны наших государственных органов. Вот, к примеру, даже перед выборами в Госдуму, да, была такая фраза у Жириновского по поводу того, что в Абхазии пора определяться, либо она в Грузии, либо она в Краснодарском крае. Тут еще один действующий депутат Госдумы Калашников на этой неделе заявил о том, что по примеру Молдавии о конфедеративном устройстве Приднестровья и Молдавии, это может послужить примером для Абхазии и Грузии. Ну, в Абхазии он не сказал, для Грузии, имея в виду нас, как они говорят. Ну, во-первых, наши взаимоотношения с нашим не просто партнером, союзником, нашим ближайшим соседом, мы никогда не должны забывать о том, что у нас на Северном Кавказе живут наши братья, и это очень большой массив. То есть это не просто соседняя страна, не просто друг, но и в данном контексте это наши братья. И взаимоотношения, я думаю, у нас с Российской Федерацией на высоком уровне, на мой взгляд, на достаточно высоком уровне. И тому свидетельство встреча нашего президента с президентом Российской Федерации, многократные его поездки. Кстати, вот здесь есть сегодня за что власти покритиковать, есть и похвалить за что, но в данном случае то, что Рауль Джумкович начал свою президентскую деятельность с восстановления, не скажу, но как бы они немного в забвении находились связями с северокавказскими республиками, это я считаю большой плюс, и то, что у нас сегодня представители наших братских народов, граждане Абхазии, которые воевали здесь, работают министрами, секретарь Совета Безопасности, это, конечно, недооценивать и не понимать этого нельзя. Это то, что касается наших взаимоотношений. По конкретным высказываниям, что я могу сказать? Ну, люди иногда говорят, даже не скажу, не думая, это у всех у нас есть такой грех, но они в это вкладывают совсем другой смысл, чем, может, понимаем мы. То есть он, скорее всего, думал все-таки о молдавско-приднестровских отношениях, наверное, но и позволил себе, конечно, некоторую, не знаю, как это сказать, бестактность. Давайте на секунду представим, что мы согласились. Я не думаю. Давайте на секунду представим, что мы согласились, что такое конфедеративное устройство, это принцип сегодня Евросоюза, да? То есть мы, Абхазия, Грузия признают нас субъектом международного права, государством. Мы подписываем договор с Грузией о создании конфедеративного объединения. Мы решаем свои вопросы у себя, не советуюсь с ними, они свои вопросы сами, но во внешней политике, там, в экономических вопросах, в оборонном общем контуре мы едины. Да? При этом мы сохраняем неплохие отношения с Российской Федерацией. На двух стульях усидеть невозможно. То, что он сказал, насколько выгодно самой России, вот вопрос. Возможно, в этом случае в Абхазию пойдет инвестор международный. Вот мы о экономике с вами разговаривали. Я вам другое скажу, да. Кстати, это и в контексте российско-абхазских отношений. Мы же никогда не позволяем себе говорить всю правду до конца, исходя из того, что кто-то на нас может обидеться или это кого-то может обидеть. А я вот считаю, глубокое мое убеждение заключается в том, что пока Абхазия не получит международного признания, говорить о нормальном экономическом развитии в Абхазии невозможно.
И я уверен, что многие наши политические деятели это понимают, и мы просто манипулируем, когда нам нужно российско-абхазскими отношениями, говорим о том, что там они ухудшились, они улучшились и так далее. Но для того, чтобы сюда пришли инвесторы, что у нас сегодня происходит? У нас есть страна, большая, великая, признавшая нашу независимость, признавшая, а не давшая, как говорят некоторые наши сограждане. Абхазы получили эту независимость сами. Благодаря помощи братских народов, благодаря помощи той же Российской Федерации, но мы добились независимости. Российская Федерация ее признала. Но нету международного признания. Российский инвестор сегодня хочет прийти в Абхазию очень часто, понимая, что мы зависимы на своих условиях. Вот в этой части наших взаимоотношений у нас есть противоречия. Нам эти условия не всегда выгодны. Тогда он говорит, мы не придем, вы не получите инвестиции, вам будет тяжело. Вот если бы мы были признаны и были бы субъектом международного права в этом плане, да, как признанная Организация Объединенных Наций, тогда мы ставили бы свои условия и уже выбирали бы из большого количества желающих инвестировать в нашу экономику те модели, которые устраивают нас. Когда мы говорим о российско-абхазских отношениях, в целом это нормальные рабочие отношения. И понятно, что когда человек занимается экономикой, это та сфера деятельности, где зарабатывает, он хочет максимум выжать из нас и получить максимум от нас. Здесь нам, да, довольно часто бывает тяжело, и вот я сужу даже по той реакции, которая у нас в парламенте, мы от многих вещей отказываемся. Потому что они дают краткосрочный эффект, а в дальносрочном плане они будут во вред нашему обществу, нашей стране, конкретно абхазскому народу. Мы сегодня, вот я, может, перехожу на другую тему, но не надо забывать, что абхазов в Абхазии катастрофически мало. Если бы сегодня в Абхазии было бы 300 тысяч абхазов, мы могли бы согласиться на многие вещи, от которых сегодня отказываемся, понимая, что на ту небольшую территорию нас достаточно, и мы в рамках этой территории можем не исчезнуть и не будем ассимилированы. Но мы должны это объяснять и нашим партнерам. Они очень часто этого не понимают, а некоторые не хотят понимать. Они не скрывают некоторые, да, вот. Ну и что? Это не моя проблема, то есть хотите заработать, поступайте так или иначе. И вот здесь, еще раз говорю, в контексте вот, я так сумбурно, может, коротко, но какие-то моменты, которые для меня важны, я постарался определить. В этой части у нас не простые отношения с Российской Федерацией. Я могу сказать, что они никогда не были простыми. И они никогда не будут простыми. Если кто-то говорит по-другому, он, на мой взгляд, лукавит, потому что межгосударственные отношения не могут быть простыми. И когда два государства вырабатывают, и каждый исходит в первую очередь из своей выгоды, а мы что мы на месте Российской Федерации строили бы свои взаимоотношения с каким-то маленьким государством, исходя из того, что вот ему нужно дать все, помочь во всем, а он ничего не должен. Вот мы говорим там, Жириновского вспоминаем и так далее. Все правильно. Надо развивать свою экономику. Опять же говорю, но в контексте признания только Российской Федерации это сделать очень тяжело. Мы все это должны понимать, находить выходы из сложившейся ситуации и думать о том, как развиваться дальше. И иногда наши российские коллеги, да, дают повод посомневаться в том, насколько они к нам относятся чистосердечно. Но это люди, это взаимоотношения. На высоком уровне, я говорю, у нас все нормально. А дальше мы должны убеждать каждый на своем уровне. Вот мы говорим ИКЦ, да? Мы подписали объединенную группировку войск. Но вся Абхазия молчит, как ни странно, о том, что Российская Федерация взяла на себя обязательства по перевооружению абхазской армии. Современными видами вооружения и техники, цитирую. Ну и что? Мы будем молчать, они будут делать вид, что этого не было. Это тоже показатель наших взаимоотношений в каком-то отдельном сегменте. И здесь все время думать и говорить о том, что это они, мы будем вот так сидеть и ждать, но никто ничего не принесет, не положит. Они будут делать то, что в первую очередь выгодно Российской Федерации, и я это понимаю и уважаю. Что делаем мы?
Может быть, в каких-то вопросах нужно больше инициативы, больше идей каких-то. Несомненно, чтобы как-то несомненно. отстаивать свою позицию, показывать, что у тебя там есть характер, есть какие-то цели, которые ты преследуешь. Может быть, Ну, вы знаете, в этом чуть-чуть есть? Так должно быть. Мы должны уметь показывать характер. И я думаю, те, кто с нашими политическими кругами все эти годы со времен Великого Владислава и по сей день встречаются, они знают и думаю про себя, отмечают и наших, что абхазские политики и государственные деятели имеют характер. Но иногда все-таки мы опасаемся, исходя из соотношений, да, и вот исходя из того, что это единственный выход в окружающий мир, иногда мы опасаемся как бы навредить, потому что опять все люди, и какой-нибудь чиновник среднего звена, уехав отсюда обиженный, может так попортить нам в какой-то сфере наши взаимоотношения, что потом исправлять многие годы нужно будет. Вы помните, как-то в этом году, по-моему, летом был здесь, если я не ошибаюсь, замминистра связи. Ну, я как-то мне показали, посмотрел, ну, человек высказывался в достаточно грубой, резкой, неполиткорректной и неуважительной форме. Отвечал на вопросы. Ну, что делать? Что мы можем делать? Ответить в той же форме. Ну, он уедет, но там он уже будет выступать не как я нахамил и мне ответили, а как вот там нас не любят, что очень часто позволяют себе делать, и мы даем повод там через интернет какие-то ресурсы думать им. Вот это все надо взвешивать, это все очень зыбко, очень... Все на личном. Вы же видите на примере даже российско-американских отношений. Все основано на личном все-таки. Многое, по крайней мере. Вы затронули вот сейчас тему демографии. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас информация, касающаяся демографических показателей? И как, по-вашему, в нашей стране можно решить эту демографическую проблему? Ну, на сегодняшний день показатели таковы. Вот за 9 месяцев по Абхазии родилось 1499 человек, из них абхазов 878 человек. Пусть простят меня представители других народов, на самом деле я не то, что не запомнил эти цифры, почему делаю упор на абхазах, это потому, что все-таки мы прекрасно понимаем, что в абхазском государстве и народ, который является коренным, сегодня в катастрофическом положении, почему и было принято решение в парламенте о создании соответствующего фонда Азхара, в который мы ждем поступления от наших бизнесменов и так далее. А вообще, вот мое мнение, что мы бы могли бы все вместе скооперироваться. Государство должно определять цели и задачи. Вот для меня две важнейшие цели. Да. Первое – это создание соответствующего уровня жизни. Да. Сегодня почему пытаюсь всегда говорить, что не платить налоги – это грех, мы должны к этому так относиться. Если бы мы сполна платили бы налоги, сегодня собственные возможности государственного бюджета Абхазии были бы не 5 миллиардов, а 8-9 миллиардов. И мы могли бы осуществить огромное количество программ. И вот здесь у нас самая главная цель – это создание соответствующего уровня жизни. Сегодня в Абхазии должно быть хотя бы средняя заработная плата 20-25 тысяч рублей. И вот две цели должно быть – это создание соответствующего уровня жизни. Мы не должны замахиваться на нереальные вещи, но реально в ближайшие 2-3 года создать такую экономическую ситуацию. И вторая конкретная тоже задача для меня очень тема для каждого абхаза болезненная, да, это наше количество на нашей родине. Я думаю, здесь должны быть государственные программы. Мы должны ставить определенные цели, мы должны на государственном уровне делать планирование в 20 лет, на 20 лет, на 30 лет, то есть доведение количества абхазов на своей исторической родине до 150 тысяч и так далее. Мы можем не достигнуть этих цифр, но работать в этом направлении, да, ставить задачи государственного уровня, это в первую очередь объединяет самих абхазов. Мы сегодня сами абхазы трясем эту страну. Мы, не кто-то другой, не другие, все другие этнические общины Абхазии, они готовы поддержать нас во всех наших начинаниях, за что им огромное спасибо. Но вот здесь
У нас есть много дел, которые неотложно, немедленно нужно решать. И мне кажется, эти задачи заслуживают того, чтобы мы ими занялись. Как поступают средства вот в этот фонд Асхара? Ну, мы туда заложили бюджетные средства, и помимо этого у нас вот попечительский совет, мы говорили, председатель совета, спикер парламента, он, кстати, готовит вот сейчас ряд писем от имени попечительского совета к бизнесменам нашим, к представителям крупных компаний, за что ему огромное спасибо. Он постоянно говорит на эту тему, пытается изыскать вот эти спонсорские какие-то средства. Фонд открыт для всех. Пока такого ну не то, что отклика ажиотажа. нету, да? Вы знаете, вот в угаре, по-другому не могу сказать, в угаре этой политической борьбы мы как бы забыли обо всем. И не потому, что мы создали его, этот парламент. Это опять же заслуга всех. 20-30 лет мы говорим о том, что его нужно создавать. Наконец-то он создан. Наконец-то мы заложили туда на первый этап и на несколько лет планируем, да, заложили государственные средства. Но чем больше зайдет туда средств, тем больше будет оказана финансовая помощь. Чем больше будет оказана финансовой помощи, тем больше будет рождаться этот фонд, направлен на возрождение абхазского народа. Понимаю, звучит это, может, для кого-то и болезненно, но, извините меня, мы уже не раз говорили, именно абхазы представляют из себя исчезающий этнос, не представители других народов, проживающих здесь. И почему я говорил, что у нас две задачи. Первая – это сделать, чтобы всем было хорошо, и сделать отдельную программу для увеличения количества коренного этноса. По-моему, это такой пласт работы, такой повод для объединения, такой повод для того, чтобы всем вместе начать созидать и увидеть результаты, и порадоваться этим результатам. Заслуживает, наверное, все-таки внимания и реакции общества. Я надеюсь, что все-таки что-то произойдет позитивного. Очень хочется надеяться. По крайней мере, в этом направлении мы будем работать. Тоже надеюсь. Спасибо вам за беседу. Спасибо за интересное интервью. Рада, вам что спасибо вы были сегодня большое. у нас в гостях. До свидания. Уважаемые телезрители, напоминаю, что сегодня гостем в нашей студии был депутат Народного собрания парламента Абхазии Леонид Чамагуа. Он поделился своим мнением по вопросам, которые касаются социально-экономической и общественно-политической ситуации в стране. А сейчас о новостях субботы. Президент Рауль Хаджимба встретился с губернатором и председателем правительства Орловской области Вадимом Потомским. Это уже второй визит орловского губернатора в нашу страну. На встрече обсуждались перспективы сотрудничества между Абхазией и Орловской областью. В частности, речь шла о реализации совместных экономических проектов. Репортаж Сарии Смыр. Открывая встречу, Рауль Хаджимба особо отметил, что Абхазию с Орловской областью связывают давние тесные связи. По словам президента Рауля Хаджимба, сегодня руководство Абхазии делает все для укрепления отношений с субъектами Российской Федерации. Глава государства выразил надежду на реализацию совместных проектов не только в области экономики, но и культуры, туризма, а также сельского хозяйства. Несомненно, все это нам дает определенный импульс для того, чтобы так или иначе в экономической нашей деятельности были бы действительно реальные перемены. Ну и наши отношения, о которых мы говорили тогда, я думаю, будут развиваться и будут развиваться интенсивно, что позволит нам еще более плотнее работать. Губернатор Орловской области Вадим Потомский поблагодарил президента за теплый прием. Он отметил, что видит множество перспектив во взаимном сотрудничестве с Абхазией. По словам Потомского, Орловская область будет делать все для выстраивания плодотворных отношений с Абхазией. Я знаю, что в этом году у вас, только в этом году, рекордное посещение туристов, около 3 миллионов человек. А что такое человек? Люди приезжают, отдыхают. Вы сегодня наращиваете возможность предоставления им услуг в сфере отдыха, но люди, когда отдыхают, они, естественно, производят отходы. Надо с этим что-то делать. Надо куда-то это все убирать, надо это перерабатывать, надо, чтобы это вывозил. Учитывая то, что у нас эта техника производится в Орловской области, поставим сюда и по каким-то взаимозасчетам договоримся
с Абхазией по расчету, либо мы предложим, какая-то наша российская компания, может быть даже Орловская, она получит регистрацию здесь в Абхазии и тоже эту работу будет самостоятельно делать. Президент в этом отношении меня поддержал. Ну и в ряде вопросов, что касается сельского хозяйства, потому что сегодня у вас, я знаю, очень хорошо развиваются тепличные комплексы, а мы в овощах такого качества нуждаемся. Это не первый приезд губернатора Орловской области в Абхазию. В 2015 году на встрече президента Рауля Хаджимба и Вадима Потомского обсуждался ряд вопросов, касающихся взаимовыгодного сотрудничества. Именно тогда и был подписан договор между Абхазией и Орловской областью. По словам Вадима Потомского, эти планы уже начинают воплощаться в жизнь. Сария Смыр, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Доклады различных европейских структур не несут объективной информации, а лишь повторяют позицию грузинской стороны. Об этом заявило Министерство иностранных дел Абхазии в ответ на доклад генерального секретаря Европы Турберна Ягланда. Традиционно в данном докладе отмечается приверженность Совета Европы территориальной целостности Грузии, а межгосударственные взаимоотношения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией характеризуются как оккупацией России Абхазии. Абхазская сторона намерена поднять данную проблему в ходе предстоящего визита сопредседателей женевских дискуссий и дать адекватную оценку подобным крайне негативным выпадам европейских структур в отношении нашей страны, говорится в частности в заявлении МИД Абхазии. В нашей столице стартовал 10-й Северокавказский открытый фестиваль кино и телевидения «Кунаки». В конкурсную программу включены 57 фильмов режиссеров из Махачкалы, Владикавказа, Черкесска, Нальчика, Баку и Москвы. Будет представлена и работа телевизионной студии «Медиа Аспект» из Абхазии «Абхазский язык. Вчера, сегодня, завтра». Авторы фильма Манана Кокускир и Давид Авицба. По итогам фестиваля победителю будет вручен гран-при. Идея проведения фестиваля принадлежит культурологу, директору Центра этнопроблематики в СМИ при Совете журналистов России Сулиете Кусовой-Чухо. Фестиваль продлится 6 дней с 19 по 24 ноября в Музее боевой славы в Сухуме. Репортаж о первом дне фестиваля сейчас готовится к эфиру. Смотрите его в нашей вечерней программе. На сегодня это все новости. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире.